Гид из Грозного, да. На YouTube. Всем привет еще раз. Да, к нам присоединились еще две участницы. Да. Юлия. Алена. Представьтесь, Арина. пожалуйста. Арина. Да. Очень приятно. Татьяна. Спасибо, очень приятно. Ну все уже, идем. Ну что, мы находимся здесь, пойдем по этому пути, по Волчьей тропе, вот сюда. Так, протяженность. Ну, здесь как раз все указано. Волчья тропа, да, у нас? Да, пойдем в путь, смотреть на виды. Волчицы, вы готовы Да. по волчьей тропе Выть, пойти? надеюсь, не будем. Почему? Не скулить, не ныть. Скулить не будем, выть можно. Красота. Напрямик, да. Юлия, ну как вам? Прекрасно вообще. У меня аж дыхание. Я заворожилась. Это тоже у нас там тропа идет, Такая работа просто колоссальная. в которых можно плавать. Канатная дорога вот здесь. Да. Новую Едем канатную кататься. дорогу строят. Да. Как раз от них опоры, да, нам тоже сказали. Во-вторых, у вас еще дополнительно Алена, как всегда. Супер вообще. Такой вид, да. Мы еще туда попали на осенние краски. Русская карта, да? Уже палитра, да, другая. Вообще, Окрас другой. вообще прекрасно. Игра красок. Вот, и все зеленое. это получается там смотровой ближе поставим, он как бы так для антуража. А тот именно на маршруте стоит. Домик, вот смотри, вон там, видишь, Ага. домик такой, как беседка. Вот, это вот на маршрутах домики стоят, чтобы отдыхать. Ой, Вот наша группа спускается в ущелье Хачаро-Эрк, непосредственно где находится наш курорт Ведучи. Вот само это ущелье. Вот мы спустились с южного склона, вернее спускаемся. Наш пункт назначения в той стороне, на северном склоне. И вот протяженность ущелья Хачароевского ущелья. Это ущелье примыкает уже к большому ущелью Аргунскому. Все здорово. Да. Привет, Виктории. Спасибо нашему Ибрагиму, Магомеду. Мы уже непосредственно в ущелье.
само селение Ведучи, административный центр населенного пункта, который объединяет здесь несколько местечек. И все они вот в едином центре объединены. Это Хачароевский мох по-чеченски, земля хачароевцев. Здесь очень красиво и очень впечатляюще. Очень живописно, природа бесподобная. И фишка Аргунского ущелья то, что здесь очень много объектов. И они все находятся, примыкая к главной магистрали по Аргунскому ущелью. И везде, на каждой локации особенная, уникальная аура, особенные, незаурядные объекты. Вот асфальтирование населенного пункта идет до районного центра Итумкале. Идет прокладка асфальта. Машаллах. Асфальт уже все меняет, да, Магомед? Вот строящаяся гостиница Cosmos Selection. Которая за всем следит, все гавкает. Без ее указания ни одна собака. То есть она за тобой наблюдает, а тебя отдыхает. Кто-то к ней подошел ближе, что-то еще она раз гавкнет, и тебя сразу раз лучше. Не сразу. Вот что-то вот детей, они... Вот, весна вот этот маленький побольше. Сливы разнообразные. Яблоки, груши, то есть очень очень мало. Да, день, два, три, спокойно. Вот естественные террасы. Такой вот красивый ландшафт. Будем уже непосредственно спускаться к реке. Ее будем преодолевать. Хачаро-Эрк, который оттуда берет свое начало и течет к Аргуну. И в этот Хачаро-Эрк много притоков, да, вливается. Вот здесь видно прям как течет горная речка прям со скал. И там текут реки. Они впадают в Хачаро-Эрк, а Хачаро-Эрк впадает в Аргун уже. Вот такой вот классный объект строится здесь. Какая прелесть! Чтобы можно было одним маршрутом все пройти. У нас одна тропа может переходить в другую. Волчья тропа, она начинается как тропа здоровья, 3 километра. Она переходит в волчью тропу. Волчья тропа переходит в Разумичу. Это вот так же, как там, ну, красный, ну, вот красный было тропа выделена, там 5-6. Это разные тропы. Когда вот так говоришь, через нее можно вот. Да. Вот здесь мы сворачиваем на речку. Вот немножко остается. Мы будем форсировать, образно говоря, Хачаро-Эрк. О, как хорошо. И чем больше спускаешься к реке, тем вкуснее воздух.
Вот уже слышны звуки Хачаро-Эрк. Вот внизу около 200 метров течет Хачаро-Эрк. Какая роскошная картина. Действительно, тот самый случай, когда уместно сказать, что камера ничего не передает эффекта. Какая красота! Приветствую вас еще раз. Да, это место привала нашего. Вот два притока, которые формируют Хачаро-Эрк. Это основная часть. И вот древнее чеченское строение, башенный объект. Смотрите, как красиво. Какая заповедная эстетика. Как это все завораживает. Восхитительно. Просто невероятно. Решили подойти, посмотреть водопад. Также здесь за деревьями вот виднеются остатки древнего строения. Девочки не из робкого десятка. Видали, как преодолели речку, да, горную реку преодолевали. Да, да, именно. И спортсменки, и красавицы, все регалии. Только цветокоррекции можно добиться, ну, чтобы это была нормальная картина. У нас привал. Подам, вот так, локоть подам. Мы как галантные джентльмены, джигиты. Вот с той стороны буду вас встречать. Пойдемте. Держите за локоть. Вот. Держусь. Вот. Все, отлично. Спасибо. Пожалуйста. Вот мы практически закончили наш маршрут по Волчьей тропе. Сейчас нам подвезут на баги обед. Наш товарищ едет из населенного пункта и привезет нам замечательный обед. Здесь на природе мы поедим эти яства. И потом преодолеем здесь реку. И в нескольких 100 метров здесь уже
пункт назначения. Это финиш Волчьей тропы. Вот маркировка. Осталось пройти еще несколько сот метров. Красота неописуемая. Алена из Костромы даст нам отдельный комментарий. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Вот мы увидели кавказскую природу. Я даже не ожидала, побывав в марте на Машуке, что Кавказ может раскрыться с другой стороны, что есть такие тропы неизведанные, есть такие маршруты. Просто супер, с такими экстремальными Зонами, да. зонами отдыха. Кавказ раскрылся мне еще с одной стороны. Пока еще неизведанно, но я думаю, года через 2 мы уже будем гордиться тем, что мы были почти первооткрывателями данного маршрута. Через несколько лет, когда поток туристов в этом направлении будет уже гораздо больше, люди будут пересматривать это видео и говорить, что вы пионеры этого маршрута, да, практически. Да. Самое главное, что Россия — страна возможностей. Да. Запомните эти лица. Да. Гастрономический перерыв. Вы чеборд майор, и? Это, кстати, нашего местного производства машина. Нормально? Вас будут встречать, проходите. Также здесь наткнулись на древнее чеченское строение. Здесь было чье-то домовладение. Давние времена. Удивительная красота, просто поразительная, изумительная. Все прилагательные, которые выражают восторг, они имеют отношение к этим красивейшим местам заповедным. Опять-таки объект, еще один объект в Очароевском регионе. Живописные места, такие заповедные места. Настолько все колоритно. Ведучи. Приезжайте, ведучи, и получите самый позитивный спектр самых ярких эмоций, самых приятных эмоций. Запах леса чего стоит.
Татьяна, фотограф без риска это не фотограф, да? Будем разворачиваться теперь. Наша главная Пункт назначения. Нет, даже дело не в цели. То, что мы нигде не пишем, здесь были мы. А, мы не вандалы. Да. Призываем соблюдать нормы культуры, именно да, стандарты цивилизованного человека. Ходишь в лес, красиво, натыкаешься на банку какую-нибудь, и весь антураж, все это как бы оно теряется. Что с этими людьми приключится, если они не перестанут это делать? Ну вы догадались, да, ребятки, что с вами может приключиться? Интересно, сколько ему лет вообще? Видимо, несколько десятков лет. Как минимум. Как минимум. Причем делали его, видишь, именно из широких стволов. В общей сложности около 10 километров мы преодолели. И на возврат также около 10 километров. На столбике в начале видео был указан маршрут и его протяженность. Да. С балкона, да? На фоне Кавказа, на фоне гор. Вот этой красоты. Кто в восторге, поднимите руки.